Вот это у него ключевое слово. Давно, Да, так это блядь, правда. как будто... Ты какого года? 90-го. Ты на 3 года всего старше И что? меня. Ну, Базарит давно. так, Ты как будто тренировался? ветеран. Ну, ты тренировался давно. Когда? А как будто старше Ты не меня. знаешь. Да. Так Миша, я базарит. шучу. Опять. Я пошутил, брат, просто прикол. Как любит Пуха накидывать Какой на себя. пух, если реально давно тренировался? Ну ты же говоришь, что сейчас тренируешься. Ну, нет, хожу. Как нет хожу? Вот Ты я не либо ходил. определись, либо ты Понедельник. ходишь, Почему я либо должен ты не определяться? ходишь. Я, А почему когда ты мне к по тренировкам кайфу, так относишься? потому что Говоришь, я работаю. Началась тренировки съемка вообще. эти Фаниль, видел в Фаниль, одном еще раз, месте. когда твоя работа просто спать, хавать, и 2 раза Чё, в день на почему? тренировку ходить, я Почему? понимаю, что ты такой занятой человек вообще. Почему? Ну, извини, у Откуда других- ты знаешь, что я так делаю? Ну, так, слежу за Ну, тобой. где? Приходишь на Где работу, следишь? просто играешь в приставку на первом этаже 3 часа. Где? Фаниль, Вот надо, здесь. надо ответить. Да нет, я говорю, Заява. Вот он сейчас, кому-то что ты делал? знает. Что ты делал с Миреем? Я? Играл. Сколько часов? Ну, час играли. То есть. Вот. А Ты себе ты можешь говоришь, 3 позволить, у часа. тебя рабочий день, ты играешь в приставку. Ты понимаешь это? Все в рабочий день. А что? Обед. Рабочий обед? у тебя? Обед. То есть ты не ел Обед сегодня? был. Нет, я сегодня не ел. Вообще Вы когда не ел. ты когда кушал пиццу, вот здесь, Ты играл? со всем офисом, да, я играл в Нет. это время. А как ты узнал, что Я я кушал выбрал. пиццу? Я выбрал, потому что когда А как ты пришли узнал, что я пиццу... кушал пиццу? Потому что все вы сидели, кушали пиццу. То есть ты видел, как мы это Вы делаем? о чем Да. разговариваете? Ты в И я играл ушел. или нет? И я ушел в этот момент. Значит, У Вики а мы спроси. в этот момент тоже ушли. Представь. Нет. Откуда ты знаешь? У Вика же здесь Эй, осталось. Миша, вы что, о регламенте его рабочего времени будем Да, говорить, это вообще... Ну, Бужан, это вот, кстати, это к потому тебе что- вопрос. Потому Давай, что давай. придраться не Бужан, к можем, тебе не к вопрос. чему придраться. Деньги уходят у спортсмена, он это в приставку играет. Но придраться к тебе не к чему же. Если он интеллектуально как-то он повышает свой интеллект этим, то пусть играет. Главное, что он там 2 раза в день тренируется, выигрывает, вызовы кидает Все. крутым именитым Ты спортсменам. скажи, что я еще плохо работу свою делаю. Узнаем, какого? 24-го, 6-го. 6 Ты даже не марта. знаешь. Вот ты 6 какой марта. профессионал, ты не знаешь. Контракт Ты не работаешь подписан. в офисе. Я знаю, что А мне контракт не еще надо контракты подписывать. Понятно. Да, не надо подписывать контракты. Напомню, как у вас первый бой прошел с Нариманом Аббасовым? Прекрасно. Понятно. В больнице. Друзья, всем привет. В больнице прошел бой. Друзья, всем привет. Вы смотрите ПХЗ. Плохой Фаниль Рафиков, хороший Бауржан Уталиев и злой Михаил. Это я. Сегодня у нас... Эдуардович, спасибо. Вот интеллектуальная работа. Выучил отчество. Причем тут выучил? Мне не надо Это личность быть известная. интеллектуально развитым, чтобы выучить отчество. Фаниль Фархатович. Спасибо. Кстати, по отчеству Бауржан Маратович. Маратович. Бауржан Маратович. Сегодня Будем мы так общаться. только на «вы» Да. общаемся. Я, кстати, узнал Причем интересную... тут на «вы»? Можно на «ты». Просто с отчеством. Да, узнал интересную историю. Давай, Я же из России. Михаил Эдуардович, давай. И практически у всех моих знакомых в России ко всем обращаются родителям на «ты». Да. А в Казахстане, я так понял, ко всем на «вы», да? Не везде. Не везде. Не везде. Вот Ну, я я просто... на «вы» разговариваю. Я на «ты» разговариваю. Я разговаривал, на «ты» с родителями. Я, мало того, дедушкам говорил на «ты». И даже мои родители своим старшим братьям, сестрам говорили «вы», я умудрялся на «ты» говорить. И это меня всегда поправляли. Ты как разговариваешь? Ну, им было комфортно со мной. Я такие умные вещи там с ними, там что-то, о чем-то интересовался. На «ты» мог говорить, а они на «вы». Потом мне было иногда стыдно. Ну, иногда я забывал про это и все равно дальше продолжал. А я с 2013-го на «вы» Бабушка, типа, разговариваю. ты пойдешь? Как ты, бабушка, вы пойдете? Для меня было дико, потому что, мои корни атрауские, и мы с бабушками, с дедушками не жили тесно. Мгм. То есть мы их в 5 лет раз видели, когда они к нам или мы к ним приезжали. И то есть ты пойдешь, и это было в порядке вещей. И они тоже привыкли, что я там обрусевший казах, да, пойду. И все, и вот так ходили со мной, так что М. спокойно. А я с 2013-го. А вы на «вы», а вы на «ты». Ты, кстати, первый человек, который не дает Фанилю говорить. Он уже 3 раза пытался. Спасибо. Ты что, рад? Вы друзья. Пожалуй, Вы друзья, да. Просто обычно, знаешь, обычно все наоборот. Кто-то приходит сюда, и Фаниль вместо него говорит. Ты первый человек, который говорит вместо Фаниля. Не знаю, мы давно знаем друг друга, и Это нормально. да, как бы это нормально. Перебивать друг друга. Пусть попробует. Ну что у тебя с 2013 года? Ну, я на «ты» разговаривал до 2013 года с родителями. А потом поехал в деревню. Там бабушка, Маркум была. Ну, и мы с дедушкой и бабушкой всегда разговаривали на «вы». И что-то, я не скажу, что философская тематика какая-то нахлынула. Просто как-то после того, как приехал,
осознание какое-то пришло, да, почему, типа, с чужими людьми ты разговариваешь на «вы», да, ну, типа, это уважение, ну, формальное уважение, да. Я приехал такой воодушевленный и сказал, короче, родителям, типа, я на «вы» буду с вами разговаривать, и мне говорят, да, блядь, до первого замечания ты, типа, вспыльчивый, ты нам сразу начнешь грубить. И нет, вот с 2013, грубо говоря, да, уже 11 лет прошло, математика мой конек. Ну, я имею в виду, контекст вообще разговоров это не меняет, вот эта приставка, ну, не приставка, местоимение. Уважение от этого меньше не да, становится. Да, не становится. И оно, ну, даже вот формат просто даже общения не меняет. Вот, типа, просто говоришь там, пап, как дела у вас там? Ну, либо мы едем там, я могу папе также там сказать, пап, вы аккуратнее там едьте, типа, уже как, не скажу, что, да, там, просто как привычка стала, вот так. А если бы ты бы на «ты» говорил, была бы не привычка, а притычка? Ну, все у нас же трое в семье. Я понял. Сестра. Привычка? Да, Была притычка, да. Притычки. Это шутки. А вы там культурная столица России, Санкт-Петербург. Вот, почему вы на вы не на на «вы», а на «ты»? Вы на «ты». А с незнакомыми я не людьми знаю. на «вы». Вот, я тоже про это хотел сказать, что у меня, наоборот, приставка «вы», она дистанцирует от человека. Да, дистанцирует. Вот когда человек не мой близкий, я могу с ним на «вы» разговаривать, и мне кажется, Долго? наоборот, это прикольно. Ну да, я вот на самом деле даже интервью беру со многими людьми, когда записываю, я на «вы» разговариваю, когда это не мой знакомый какой-то человек. Вот даже, может быть, моего возраста, то есть мне не важно, какого возраста, но просто вот дистанция. Ты такую дистанцию сразу рисуешь. Да. У нас с вами на «вы». Она, да, может быть, помогает тоже. А если... А когда на «ты», ты можешь, наоборот... А человек тебе, приближаешь. типа, потом, если говорит, давай, типа, на «ты». Да, тогда на «ты» А. говорю. Ну, просто, вот, я не знаю, там, с моими родителями, которые там самые близкие мои люди, вот, мне очень сложно даже на «вы». Просто мне кажется, это опять Как будто ты сам такой... Да, от них разрываешь отталкиваешься. от меня дистанцию. Еще я думаю, это же, от самого человека зависит, да. Это, если тебе навязывают, как Бауру говорили же, там, да, с детства, там, разговаривай на «вы». Ну, ты самосознанка, если работает. Я же и говорю, контекст вообще нашего общения не меняется. Как, грубо говоря, мои же сестры разговаривают с родителями на «ты». Ну, так же и я, только с местоимением «вы». Не знаю, просто, еще тоже вот, я про это думаю. Например, там, маму я редко называю мамой, я там могу мамочка сказать. Ага. И будет звучать странно мамочка, типа «вы». Вы пойдете? Да, ты как бы уже говоришь мамочка, например. Мамуля там, я же маму люблю и папу. Вот. Не знаю, мне это сложно через себя пропустить. Я понимаю, принять что это. да, вот в другой стране по-другому. Я вчера прям специально сделал такой небольшой опрос на этаже. И все говорят, мы на «вы» нажимаем. На На «вы»? этаже у себя? Да, Во вот дворе? здесь. Почти, вот здесь в офисе. В офисе? А я думал, У ты к меня соседям знакомый выходишь. есть. Вы как с родителями на «ты»? Давайте на «вы»? поговорим о Боге. Да. У меня знакомый есть, он вообще маму называет мать. Вот бывает, типа... Матушка. Нет, не матушка, а мать. Те же типа, матушка щам. говорят. Я матушка Матери. иногда говорю для прикола. Матушка, Матушка. Мамуся. батя, отец. Маму мы любим. Большой привет маме. Тебя, кстати, кто-то называет в зале Агай? Много кто называет, да. Который помладше, которые мне в сыновья годятся, они Агай называют. Ермахан. Агай, вы что, пойдете там? И все. Ладно, когда в зале, уже там на заправке или где-нибудь в магазине, мне девушка, которая там с виду она года на 3 меня, наверное, помладше, на 5, она мне может говорить, Агай. Я говорю, в смысле Агай? Ну, и это хочу тоже подколоть ее. Миша тоже, я слышал, Тебе Агай сколько говорят. лет вообще? Я же, типа, На Агай. работе говорят. Да, им даже вместо стали говорить. Довольно смешно. Ну, приятно же. Так, еще раз. Нет, я наоборот, хоть я и понимаю, что я старый человек уже, но все равно в душе я молодой. И когда мне говорят Агай, мне как не по себе немножко. Ну, это забавно, но странно. Не по себе. Но если ты поброешься, ты, наверное, помоложе будешь выглядеть. Да. Сейчас как Побреется. Ну, побреется. смотри, тоже относительно. У меня такой как бы не супер выразительный подбородок. Он маленький. как у Льва Толстого. если Я ты думаю, выглядишь. что еще меньше. Если ты еще чуть-чуть опустишь, Не, у то меня на вот Лев такой Толстого будешь подбородок, похож. маленький. Вот такой? Вот такой реально маленький подбородок. Главное, чтобы это не вырезали потом. То другое что-то не стали говорить. Интересно, надо без бороды тебя увидеть. А ты последний раз бороду когда сбрил? 1,5 года назад. У тебя У так меня было. фотки То есть, есть. когда у тебя фотка же есть, где ты с шевелюрой, но у тебя нету бороды. Да. И Да. тут наоборот, ты бороду отпускаешь, когда лысеть начинаешь, да, правильно? И ты Ну, такой бомба. Она, Зато да, сверху смотрится вниз идет. Переползла брутально. переполз. шевелюра на бороду. Да. Ну что, о чем поговорим, ребятки? А мире Нет. нет. Нет, поговорим сегодня, так как ты директор клуба Дартим, я думаю, поговорим про этот клуб. На самом деле, мы затронули до
нашего начала. Не знаю, что попадет, да, сегодня в выпуск, потому что, может быть, камеру уже включили. Вот когда я тебя побеждал в борьбе, может, еще тогда работала камера. Оттуда камера уже Да, начала наш работать. корреспондент Виктория зафиксировал, как он побеждал меня в борьбе снизу. Ну да, я говорю, я не знаю, Криками, когда да. уже был рек нажат. Мне кажется, интересно будет поговорить по поводу действительно вклад в ребят, бойцов, за что им платят деньги, нужно ли платить больше, нужно ли платить меньше. Ни на что не намекаю, просто, мне кажется, про это интересно поговорить будет. Блин, что ты намекаешь? намекает. Чё, я ничего не намекаю. В зал приходи. То есть он хотел вопрос по-другому задать. За что? им Да, платят? да. Это тоже, мне Не, кажется, да, это не тоже. хватает, вот бывает, Мне кажется, жилки не тема- хватает, вот тема одно место широкая. сжимается, и Тема такой вот широкая. берет вокруг да около. Я понял твой вопрос. Паники-паники. Я считаю, то есть эта установка была принята до моего назначения, да? Было бы после, никто бы не получал денег. Никто бы не получил. То есть выборочно бы относились. Нет, Чисто я за считаю, что физическую работу. оправданно. То есть люди, которые доверие внушают, на которых можно равняться, которые стремительно повышают свой IQ бойцовское, выступают на соревнованиях, выигрывают. Мы смотрим, как они относятся к тренировкам, к тренерам, их отношения, воспитание, культура, и смотрим на их социальное, статус, да, социальное, состояние. В общем, и если парень перспективный, то мы, как руководство, помогаем ему, да, на бытовые расходы егошние, чтобы он, если он посвящает это много времени тренировкам, тогда понятно, что он не может при этом работать и зарабатывать себе на жизнь. Какой-то пакет минимума мы ему предоставляем, чтобы, если парень, мы видим, что он все свое время хочет отдавать тренировкам, выигрывать на соревнованиях, расти как спортсмен, и у него есть большие планы, и с клубом в отношении спорта, состязаний, соревнований, завоевания титула и так далее, то было принято решение этому бойцу помогать финансово, где-то даже материально. И эти проспекты, которые у нас порядка 8-9 человек сейчас, которые в составе команды, чтобы они не отвлекались, он мне просто может сказать, мне надо коммунальные платить, родителям помогать, кушать нужно. Я не могу 2 раза в день тренироваться, а на него мы имеем большие планы, и он согласен, если мы будем этот пакет минимума ему платить, да, хотя бы давай мы тебе это поможем с этим, с бытовыми твоими условиями. Он говорит, да, дайте мне это, я буду тренироваться, чтобы в будущем показывать результаты, выигрывать состязания, гонорары. И я готов ради этого полгода потерпеть и выиграть хороший бой, заработать большой чек. Тогда окей, да. На этом мы помогаем в этом плане. Понял, Михаил? За это. Так, а что понял? Тут же... Все, ответили на твой вопрос? За что? А нет вопроса, это тема. Ну что она ты широкая. же задал вопрос. Я же еще из этого вопроса Давай, могу задать давай. еще 5. Давай 5. Ты был в Америке. Да. Это вопрос уже не из этой Это из темы. этой темы вопрос. Давай. Давай. И ты там, мне кажется, в личной беседе мне рассказывал о том, что практически все ребята, которые тренируются в том же Килл-Клиффе, ходят на работу. Конечно, да. Там ходят на работу, без этого никак. Но не у всех такие же условия, как у нас. Это нам, я считаю, Дартиму повезло. Потому что, есть такое руководство, руководитель, который каждый, любит спорт, верит в пацанов, верит в этих спортсменов. В первую очередь мы и он думает о прославлении Казахстана на мировой арене, что именно из этих сельских пацанов, которые умеют трудиться, которые все свое время этому посвящают, сегодня они бьются в Казахстане, завтра в СНГ, послезавтра в Америке. И в результате из 10 кто-нибудь, даже если один поднимет флаг Казахстана на мировой арене, гимн наш заиграет там, пояс он привезет домой, в Дартим привезет, понимаешь? И если этот человек просто будет сидеть и чувствовать, что да, я вклад в это внес, и моя миссия, можно сказать, выполнена, что я не зря живу на этом свете, да, то есть и мне приятно, если кто-то из наших пацанов завтра пробьется, начинает Шавката, он бьется, пояс завоюет, дальше Асу, дальше Фаниль,
там другие молодые ребята, и что-то через 5, через 10, через 20 лет, если где-то о них заговорят, что и я буду понимать, что я этому тоже внес свой вклад относительный, ну, значит, как минимум мне будет там приятно по самолюбию моему тоже. Еще вставлю Вот с вами. так. И, то есть, в Америке, ну, это не всем было, ну, не всем дано же, правильно, в таких условиях. А в Америке, пацаны, утром пришел на тренировку, а вечером его нету. На следующий день спрашиваешь, а он вечером в аптеке работает, фасует вот эти лекарства, и он говорит, брат, я вот утром в 9 сходил, а в 6 я в аптеке. А что ты там делаешь в 6 вечера? Он говорит, я фасую таблетки на следующий день. И вот я до 5 утра фасую, прихожу домой в 5:30, спать ложусь, в 8:30 встаю, и в 9 я в зале. Понимаешь? И то есть он 2 часа отдачи тренировки. Прихожу домой, я говорю, потом? Он говорит, а потом я прихожу, обедаю, ложусь спать. И вот в 5:30 встаю и иду на этот. И, у меня нету выхода, мне надо платить за эту машину, за эту комнату, покушать. И потом, если мне бой сейчас предложат, там, где-нибудь в Тампе, мне надо будет на дорогу, туда поехать, там пожить, весогонка, то есть, и он прям второй ночью охранником работает, третий таксует. Майкл Джонсон же есть, который с Хабибом выходил, он работает агентом, риэлтором, агентство недвижимости, где-то он работает, квартиры сдает, продает, перепродает, то есть там всем жить надо, и то есть работают и наши ребята с СНГ, с Казахстана, они прям где-то либо спонсоров хороших ищут, которые им помогают, либо им приходится работать. 12-0 в ACA, помнишь, мы про парня разговаривали? Да, их 2 брата, да, такие молодцы. Вот, по-моему, вот в аптеке один из них и работает, то есть не то один есть, то второй. Они вот так меняются. Да, а они и меняются. Один работает, потом второй работает. Да. Ну вот, и еще присоединюсь к тому. И потом не дал вообще. Брат, говори. Вырежьте. Следующий вопрос. Да, говори. Я говорю, и перейдем к тому, что в Америке уровень жизни все равно не такой взять, да, как здесь. Дороже, да. Дороже, и плюс гонорары, наверное, скорее всего, высокие, получают только, UFC, и то многие бойцы UFC, вот как сказал Бауэр, работают там. И плюс вот эти региональные лиги, да, там взять LFA, там вот такие вот RFA, да. Там гонорары-то не очень высокие, $1000, $1500, вот так, иногда же смотришь, наблюдаешь, и поэтому, правда, нереально, наверное, там чисто вот жить за счет спорта, либо ты будешь бичевать, грубо говоря, либо есть ребята, которые рискуют, есть, ему не на что жить. Я вот всегда нашим говорю, в пример, казахстанским бойцам, нашим спортсменам говорю, вот ты ради своей мечты, ты на что способен, говорю, ты тут тренируешься, у тебя хорошие условия, тебе там организуют, дадут бой, понимаешь, что там позаботиться, чтобы тебе быстро гонорар выплатили, а ты просто от тебя только тренировка. И ты дальше, там, грубо говоря, маминой юбки улететь, уехать куда-то вдаль, далеко не можешь. А ты попробуй вот так. Не всем дают визу, да, сейчас визу не дают. Там проблема же с визой. Чтобы визу получить, мне Шенген надо сделать. Мне там полсвета объехать надо. У меня в паспорте там 50 печатей должно быть, чтобы меня там выпустили в Америку. Я говорю, так и к россиянам, и к чеченцам, дагестанцам, всем условия одинаковые. Они что делают? По онлайну мексиканскую визу заполняют. Там, как правило, всем одабривают. Летит туда. Нас за это не посадят? 3 дня он сидит в миграционной полиции. Нет, нас за вот эти данные. Почему? Возможно, что тут такого? Что? Миша боится просто всего вот этого. Тебя вместе пойдем. И они туда едут, и все, в миграционной полиции там сидят 3 дня. Потом вот как ребята нам объясняют, фамилии не буду говорить, они все топовые бойцы. И говорят, там специальные эти есть, через границу переходишь, через речку, потом бежишь и так далее. И просто он приезжает, примерный зал знаешь ты, и ты в этом зале просто вот тренируешься, договариваешься с тренером, можно вот я чуть-чуть за пару месяцев на ноги встану, работу найду, я буду тебе платить за тренировки. А вот сейчас рекорд у меня такой. Я просто хочу. И вот он находит работу, находит машину, каких-то друзей, где-то там худо-бедно кушает, потом
находит себе в других лигах, вот в местных лигах он находит там, в другой город едут они, выступают, там подрался, выиграл там, его где-то заметили, потихоньку гонорар растут. И то есть пацан приезжает и рискует туда, понимаешь? Он приезжает и рискует, никуда не смотрит. Ему родители оттуда, кому отправляют, кому нет. Он просто понимает, что там вот эти друзья есть, но они где-то помогут. Они говорят, да, приезжай, у нас там раскладушка есть, в углу ляжешь. И он на этой раскладушке полгода будет лежать, пока он не пробьется, там, верит, мечтает, что-то для этого делает, тренируется, тренер замечает, находит ему тоже там. Я знаю, что тренера где-то тоже там суетятся, звонят, находят бои, и парни просто вот так. А я своим говорю, а вы готовы на это рискнуть? Вы ждете просто, когда вам бой дадут, когда вы там выиграете, когда вам гонорар выплатят, и все. Агай, келе с собой Гашан. Типа, а когда у меня следующий бой? То есть должны тренера или мы ходить там и, грубо говоря... Давай интерактив небольшой сделаем. Что такое интерактив? Интерактив – это супер вопрос. Я шучу. Да, знаю. Давай, да. Спроси Фаниля, готов ли ты через границу Отвечу. перебежать в Нет. Америку и потом там добиться успеха? Отвечу нет сразу. Почему? Потому что нет времени бегать, ждать визу, там сидеть 3 дня. И с точки зрения, вот Баур рассказывал, я думаю, возраст. Если было бы мне 20, 21, 22, возможно. Мне 30 лет. Жена, мне дочка. нужно... Кстати, жена, поздравили. дочка, да, вышел с декрета, салам алейкум, все. Дочка, мы все обрадовались, Фаниль, поздравлять. Еще раз от души я тебя поздравлял. Спасибо, Миша. Мы всей командой радовались, когда у него дочка... Да. Весь зал радовался. Вот с точки зрения, Миш, возраста и моих амбиций, да, просто времени нет ждать. Вот ждать в Америке. Вот взять даже пример Бурсуманкула. Бился он последний раз... На Найзе. В Найзе в марте. Марте же? Нет. В мае, 26 мая. В мае, турнир. возможно, у него какой-то есть ресурс, возможно, его кто-то поддерживает там, в Америке. Перебью тебя, извини. Давай. Бурсуманкулом мы познакомились и подружились в Килклифе. Мы 2 месяца с ним тренировались. 3 детей. Дом в Бишкеке. 3 детей. Давай, унижай Фаниля, давай. Не, я не к тому, что ему говорю, Уже в детях. Не, он правильно говорит, у кого-то разные... Ему 40 лет. Он просидел 3 дня там. Буся, он красавчик. 3 детей, жену оставил, такой верующий, правильный парень. У него есть братья, которые ему там тоже помогают. Поехал туда, тренируется. Сейчас он на моменте подписания, ждет своего менеджера. То есть 3 детей. Старше Фаниля, и он там. Он не старше. Заткнись. 2 раза старше. Эдуарда Вартаняна. К нему же вернемся. Но он же сам говорит, я просто не готов биться за те деньги, за которые они предлагают, да? Плюс-минус Баур знает, насколько там дорого жить, да? Да. Сейчас мы перейдем к этому. 3 раза. 3 раза дорого жить. И биться для того, чтобы просто себя прокормить, да? Просто в ноль, если ты выйдешь, это уже хорошо, да? Просто многих бойцов UFC, и смотрел, и так вживую общались, и многие, если в ноль выходили, и то хорошо в начале карьеры. Многие просто с точки зрения просто финансового плюса-минуса, я не готов сейчас рассчитывать, что мне надо за ехать. мелочи, зачем уже там Да, ребенок. если И потом сейчас дорога, тропинка более-менее как-то прокладывается аж туда. В их время, когда ему было там 22-23, Всё закрыто туда было. вообще закрыто. Казахов не было людей, которые объяснят, вот так делай, вот так делай, вот так. Там вообще никого не было, понимаешь? Там 1-2 россиянина, может, там Орловский из Беларуси, там Федя, кто еще там на были. тот момент, когда мы начинали, только никого не было, Хабиб то есть... был, Хабилов был, тяжелый Василевский был, Сарнавский был. Нет, в Шеменко UFC был. же не было же. в Беллатор. UFC. Вот именно UFC, если сейчас рассчитывать, правда, как Баур сказал же, тропинка более-менее протоптана, и то тяжело подписывать. И то тяжело. Да? И я, наверное, склоняюсь к тому, что, да, UFC нужна более-менее молодая кровь. Нужно, как и говорил там Эдуард Вартанян, да, они лучше подпишут человека с рекордом 5-0, но у которого нет истории, и он создаст историю именно в UFC, чем либо придет Эдуард Вартанян, который выиграл Гран-при ACA. Почему его не Непонятно, подписывают? я не И знаю, там с точки непонятно. зрения, и он еще, я так понял, что много что решают связи. всё Да, и равно, связи, и к тому же он хотел реально же себе улучшенный контракт.
Вот, просто сейчас подписали этого дзюдоиста французского, которому 35, по-моему, лет, или даже 37, что-то такое. Который рекорд... Тяжика, у него рекорд высокий, 4-0, наоборот. Высокий, самый Да, высокий габарит. Короче, вот, то есть... Ну, там тяжелый непонятно. дивизион, это не легкий, Ну, видишь. может быть. Я к тому, что, на самом деле, я не вижу именно какой-то конкретной инструкции, как попасть в UFC. Вот, но там точно нужны связи, должен за тебя кто-то говорить. Нужно, ну, для себя, в первую очередь, это намерение должно быть у тебя. Ты должен этим гореть. Раз. У тебя, ты должен быть, ну, у тебя тыл должен быть, понимаешь, ты же тоже должен на что-то надеяться, понимаешь? Это надо быть тоже немного таким отчаянным или молодым и горячим. Либо в этом поддержка. возрасте ты уже должен с каким-то арсеналом ехать, у тебя должны быть там Капитал. денежки на счету, капитал, ты понимаешь, что первые полгода я не работая там проживу. За полгода, ну, того знаю, тому позвоню, этот меня потянет, этому обращусь, тот за меня позвонит, давай рискну, тогда можно. А если у тебя жена, ребенок, ты тут на зарплате, ты такой чик обрываешь, я пойду, тогда тебе твои же родители и твоя жена скажет, ты подожди, тогда ты на полгода меня обеспечь и езжай куда хочешь, понимаешь, там много моментов. Ну и удача, ты еще должен быть, наверное, сам по фартовым. себе по идее. фартовый. Я вот тоже не знаю, насколько можно про это рассказывать. Ну, то, что мы с тобой в личных беседах Да, все обсуждали. можно, Всё Миша, можно. давай говори. Давай. Окей, ты просто рассказывал по поводу Бусурманкула еще, что хоть ему и вроде помогают, но особо все равно лишних денег там нету, и вы даже помогали ему вот едой из UFC Да, Performance. Шавкату UFC коробку приносят. Шавкат за свое время уже там переел. Это не только Бусурманкул, там много очень парней молодых, которые там, ну, снимают комнаты, квартиры, живут, и там коробку приносят с UFC едой. И там за месяц или за 2-3 недели до боя уже Шавкату уже оттуда там присылают такая свежая. Это первый раз 1-2 коробки мы открыли, и они уже в холодильнике полные, короче, заполнены. Нам некуда было, и мы там Буси скажем, Бусурманкулу, там, заберите, чукка они заберут. Потом раз еще приходит, другим даем. Нате, ребят, заберите. Но она такая вкусная, Шавкату не нравилась. Я ее уплетал, короче, по 2 упаковки. Да вот. Ты веришь в карму? Да. Вот смотри, Этот год кармический, я тоже второй или третий раз слышал, да? Да. Какой-то кто-то Вот говорил. смотри. Рубрика «Карма». Ты угощал бойцов UFC едой, правильно? Которые пока еще не на контракт с UFC. Ты пришел сейчас к нам в студию, мы угощаем тебя водой Найза, очень вкусный, попробуй. Я выпил больше ты уже вас. выпил? Я Мы еще больше, даже не подарили, а ты уже выпил. Я больше вас выпил. Вот, начало твоих побед, тут написано. Да. Очень хорошая вода. Я думаю, что все, кто будут пить в Дартиме, будут побеждать. Все хорошо. Мгм. За меня выпей. Тогда нам... Сейчас зафонили. Давай, второй раз. Тогда нам... И третий за Тамилу. Давай. Блоков 5 нам отправьте, пожалуйста. Мы с первого бойцам это Ну, ты же дадим. понял, что карма. То есть потом ты тут что-то нам должен отправить. Собака. Окей. Я записывал интервью на днях с... Оно еще не вышло. С Курбаном Тагибовым. У него будет бой с Бибертом Туменовым сейчас. И я очень... Он тоже с Питера просто, Курбан. И мы с ним прям очень давно знакомы. С первых его боев я за ним смотрел. И он всегда выходил на замену. Вот он как стал вообще такой популярный. Он выходил на замену против бойцов, которые вроде по статусу были его лучше, да, но при этом он побеждал. Причем он выходил там за неделю, быстро загонял вес. Он особо много не гоняет веса. И побеждал. Он представлял команду Самбо Питер. И он... Тогда просто вот мы с ним общались, он говорит, я вообще любой, вот мне сейчас предложат UFC, я сразу выйду. Сейчас мы с ним говорим, он говорит, понимаешь, сейчас типа все изменилось. Вот надо там на подготовку минимум там 300 тысяч рублей. Там мне нужно время, там вот это все. Я говорю, а ты же там раньше вот, готов был, там, какую за неделю, он там за 2 дня готов был выйти, быстро гнать вес. И вот он тоже говорит, сейчас уже совсем другое время там. И я просто тоже думаю, в какой момент интересно для бойцов, вот это вот, как Ваниль рассказывает, сейчас мне уже 30, уже я не готов рисковать. В какой момент интересно вот это вот штука опытом, Миша, с опытом. Ну, очень много же всяких жизненных ситуаций. Опыт, возраст, семейное положение. Жена стерва не отпускает. Там родители пожилые, за ними нужно там... Ну, в то время еще как-то там они сами, там сестра смотрела, еще что-то. Ну, тут ты уже один. Ну, у каждого сколько людей, столько и ситуаций же. Раньше он зарабатывал столько, сейчас зарабатывает там меньше. Наоборот, сейчас больше. Или больше, или сейчас он уже сытый, этих денег для него мало. Ну, за это он уже не рискнет, понимаете? Либо там чек мне больше дать. Ну, Можно там... отчасти ну, прав. как бы, да. Да. Уже детей у меня не было, а сейчас уже 2. Соответственно, риски большие. Тогда мне
ну, как-то уже надо пересматривать свой лагерь. За такие маленькие гроши я не буду драться. Мне нужно, ну, и восстанавливаюсь, может, там по здоровью мне что-то уже там как-то тяжелее переносить, там, весогонку и так далее. То есть много ситуаций. Ну, что, добавишь что-то? Ну, я склоняюсь к тому, что когда ты молод, у тебя и глаза по-другому горят, ты по-другому смотришь на оппозицию даже на свою, по-другому смотришь. Ну и плюс со временем спорт сам изменился. Раньше, если ты там посмотрел бои, да, там человека, ну, во всех аспектах, по-любому у него где-то пробелы были, да, там, в его стиле, и они были огромные. А сейчас, ну, смотришь, ну, ты и сам свидетель, да, все сейчас все умеют. Сейчас, раньше, если кому-то армбар делали, ну, по статистике сейчас, смотря, сейчас сабмишенов таких, да, ну, даже тот же армбар очень тяжело сделать. Поэтому, наверное, и бойцы чуть-чуть сами изменились. Сейчас уже новое поколение, там они не приходят из другого вида спорта, они целенаправленно приходят в зал, занимаются ММА, и у них все аспекты более-менее там, да, ну, на базовом уровне, на 3, на 4 из 5 брать, да. Ну, и ты уже по-другому смотришь на подготовку, тебе там надо прям целенаправленно подготовиться. Плюс еще возраст, он, да, дает тебе какие-то такие, я не скажу, что проблемы, а, наверное, какие-то такие вопросы, которые тебе нужно решать, ну, там, посредством медицины, а это все время занимает, и поэтому, я думаю, когда ты состоявшийся боец, рисковать не особо неохота, чтобы риск в каком в каком, да, примере. Чтобы потом не сидеть, блядь, а мог выиграть, да? Мог же выиграть. Вот вышел на 5-дневном уведомлении, а вообще я хороший боец, типа, но я мог выиграть. И чтоб так тебя, да. Да. Ты сейчас Колби Ковингтон видел? Да, он там... Колби сейчас выложил, короче, твит, и он такой пишет: я вообще Леона Эдвардса считаю, что победил. Я был лучше в тот вечер, и потом через 3 минуты следующий... Я вообще со сломанной ногой дрался, если честно. Да, во втором раунде, типа, сломал. И вот, да, самому себе отмазки придумать. Тогда просто не выходи, если ты действительно там травмирован, либо еще что-то, либо ты не готов. Возьми паузу, подготовься и газуй. Сейчас много вот этого вышло. Тот же Конор, да? То ли по пьяни, то ли на курица пост выставит. В Твиттере, да, удаляет. Выложит, да. удалит. И вот до сих пор же неизвестно, тот же Идано, да, не объявил же бой, хотя должен был на той неделе объявить, его там маслом должны были облить. Что-то не состоялось, да, это? Да. Воздух. Следующий ваш вопрос. Хорошо. Давай поговорим про работу директора клуба. Вот, что ты про меня поставил? Ну, потому что ты гость. Хорошо. Давай поговорим про работу директора. Клуба. Я же как тебе... Давай у народа спросим, понимаешь? Нет, мне просто реально интересно. Нас смотрит же подрастающее поколение, правильно? И они такие думают: я хочу стать, ну, кто смотрит, фамилия, бойцом ММА. Нет, наверное, задумаются, зачем нужен директор в спортивной команде. Вот это я подводил к этому. Вот. А кто такой подумал? Прямо задавай вопросы. Задавай вопрос уже людям. Я сейчас себя хвалить начну, понимаешь? Нет, ты, ты адекватно. Какие функции выполняешь? Да, что это такое? 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 Что это? Откуда ты нарисовалась? Что это такое, директор спортивной команды? Я раньше думал, что да, ничего сложного. По идее, пришел на тренировку, посчитал, отметил. Тут покрасить, здесь побелить. Все ли пришли? Все, давай, ребят, работаем, выигрываем. Оказывается, нет. Ну, там много работы в плане... Ну, она интересная. Начиная от входной группы, от порядка, от уборщицы, заканчивая выходом бойца в клетку. То есть вот этот весь процесс подготовки бойца к бою. То есть обеспечением его всеми необходимыми ресурсами, витаминами, то, что бойцу положено, то есть правильным питанием, сгонкой, подгонкой веса к бою, там, выходом его амуниции, обмундирования, план на бой, тренера, там, тренировочный процесс, соперник, гран-при, посещаемость. Кого-то ты включил словарь синонимов? Да. Посещаемость, понимаешь? Я хочу тебе каждый аспект просто не раскрывать, понимаешь? И я тебе хочу просто определениями сказать, чтобы ты дальше сам понимал. Соберись.
Слова собрал. Там монтаже. уборка, хостел, их внешний вид. Понял? Хостел, уборка, убираться. Личная Ты знаешь, гигиена. Сейчас, подожди. Личная Личная гигиена. согласен. Вот, понял, Подожди. да? Баурка, ты сейчас какое-нибудь вот так говори, и какое-нибудь слово скажи просто, например, киви, потом фамилия спросим, что лишнее было. Фамилия такой, о, я не слушал. Миша так делает. Личная гигиена, отношение к друг другу. Слова. То есть Собирай. ремонт, Все здесь. командировки, тренировочный лагерь, Лишнее поездка в слово нашел? Америку, спарринг-партнеры, зарплата, то есть Ключевое и слово. оплата, вот эти, ну, все моменты очень много, как бы, аренда, любительская группа, план проведения тренировок, Понял. оборудование, инвентарь, устарело, ремонт, что-то покраска. Прикольно будет, если ну, подбит, кто-то потом нарежет, подбит сделает. Ну, сложная Понял работа. ты? Ты Я понял? понял, я Все понял. Сложно. понял. Вот эти Сложный определениями процесс. сказал. Да. Сложная работа. Гигиена, хостел. Сложная, лапа. но Ты ж интересная. Вы же поняли друг друга. Сложно, но Гигиена интересно. нас Нас хромает. этих кстати, никогда. охрана. Нет, ты Коннектор. должен был так сказать. У Ну, вас с гигиеной, Бауэр. Вот тут у тебя. Вас в зале У хромает. тебя тут хромает. у тебя. С витаминами. И вопрос такой. Что за человек? Сложная работа. Интересная, нет, насыщенная, как и везде. То есть она мне нравится, она занимает кучу времени, но она интересная. Да, интересная, мне нравится. Я при этом сам тренируюсь, иногда выступаю. То есть нормально, нравится, все хорошо. В том году. Пока нормально, пока что мне о себе судить, люди оценят, руководство поставит оценку, смог продолжать, нет. То есть, ну, себе же, конечно, я могу себя тут часами хвалить, да, я вот это делаю. Ну, нет, когда скажут, нормально, пусть работает, или скажут, нет, не соответствует. Я как бы к этому нормально отношусь уже философски. Мне уже 41 год, я относительно поработал в разных сферах, и я понимаю, что никто на этом свете, никто на этой должности, ни на какой должности не протянет очень там многое время, да. Сейчас мы нужны, сейчас у нас получается, завтра я не понравлюсь, мне не понравится, я спокойно там поменяю сферу деятельности. Сегодня он спортсмен, завтра он бизнесмен, послезавтра он сельскохозяйственник. То есть у меня много было периодов, и я всем там друзьям говорю своим, это все временно. Вот оно сегодня есть, и надо к этому Актуально. не прикипать, то, что не думать, что там на всю жизнь я... Надо понимать правильно, что это и этот период закончится, но он закончится и наступит новый. Он еще будет лучше, он еще будет приятнее, финансово он будет плодотворнее. То есть я уже к этому так отношусь. Я когда там уходил с одной работы, я помню, один раз я очень сильно переживал. Я думал, это все конец света. Я думал, как так, за что, несправедливость, так я же там был прав. А потом я понимал, что нет худа без добра. Это если бы несчастье, да несчастье помогло. То есть мне это 7 какой-то... раз отрежь. Да, когда-то мне это помогло, понимаешь, и я к этому нормально отношусь. Пока у меня получается, я Проверял. делаю. Не получается, там люди поймут, я Ну, в пойму. его случае, да, 7 раз. Все когда-нибудь кончится, даже этот подкаст, но не сейчас. Давай, ну, посмеялись. Мы посмеялись, Да. было Набор весело. слов. Всем Нашел понравилось. лишнее слово? Да, киви. Хотя Всем- ты мне такой вопрос нормально Нет, задал? Ну, я мы про то, что, ну, перевели в шутку, да, я что ли? хочу, Нет. я хочу про Набор серьезные слов вещи и- поговорить. Сейчас, Давай. не, серьезно. Давай. До этого мы не на серьезно. Нет, я к тому, что у нас такое все равно было лайтовое. Сейчас Давай. действительно Давай. Грузи! история, которая, мне кажется, должна здесь обсудиться, так как ты директор команды. Смотри, была история в Дагестане сейчас с бойцом Муталимовым. Парня Муталиев. расстреляли, Муталиевым, да, парня расстреляли, 8 пуль в него попало. Или три- Мутаев. три- Ладно, да. Миш. И Мутаев. И были какие-то вот у вас после этого беседы? У вас же тоже по-любому у нас ходят вот всегда какие-то беседы гангстеры, есть. вот Да-да-да, фаниль, да-да. вообще же уличный гангстер. Мы всегда говорим, ну, Как и ты, Миш. По тебе же видно воспитательная было. работа проводится, чтобы бойцы там Просто, не блядь, посещали бандит. там, как бы вот эти Мокрый бандит. по- Посмотри на него помещ- просто, ну, то блядь, есть там убийца. ночные клубы, линия поведения там в командировках, у себя на родине дома, что нельзя посещать эти, как
Увеселительные заведения. увеселительные заведения, то есть драка, то есть любое твое неправильное поведение, оно пятном ляжет на клубе, понимаешь? А клуб это мы, это наше руководство, то есть если ты вдруг где-то подерешься и где-то ты засветишься, они не будут говорить, что какой-то там вот Иванов Сергей. Они скажут, он боец оттуда, он профессионал, он бьется на ринге и свои навыки применяет там, то есть избил. Зачем этот клуб, куда смотрит там это, то есть, ну, головы полетят, все получим по шапке, то есть даже не к этому случаю мы стараемся чаще проводить такие беседы, индивидуально воспитательную работу проводить, то есть где-то на тимбилдингах, где-то там просто за ужином, где-то перед, после тренировки, то есть рассматриваем мы такие случаи, да. У нас таких людей нет. Ну, не, действительно, было что-то подобное, что вы кого-то там увидели, он там, не знаю, с кем-то подрался, все, говорите, тебе больше нельзя в зал ходить. Нет, такого не было. Просто бывали случаи, но это же мужской коллектив, как казарма. Это нормально, ты сам же тренировался когда-то давно, или он Ну, не я не тренировался? знаю, фантазер, Может, фантазер, да. Мокрый бандит он, такой же гангстер. Спрашивайте, Не, ну то есть я имею в виду, спрашивайте, пацаны могут... у тех, с кем я тренировался, спросите, смело. Они живы? Артур Алиев, Юнус Евлоев, спрашивайте. Они могли И- просто Дай цифры. где-то чтоб спросить. где-то в гардеробе просто я что-то не номерки давал. поделить, там что-то там в зале, где-то зарубиться. Ну, дальше этого у нас не выходило. То есть А он не знает такого, Они он никогда понимаем- не зарубался, его сразу... у нас были инциденты, но это было давно. Мы людей просто просили, ты больше в этот зал не можешь приходить. И все, он спокойно там не приходил. Через какое-то время возвращался, извинялся. Ну, то есть культура, уровень духовного как бы, мастерства как бы у нас на высоком уровне, я считаю, там недопустимо такое, чтобы, да, если в рабочем моменте ты там на спарринге где-то там закусился, зарубился, там даже такой ты, там они, начинают между собой, ты начал, там, или еще что-то, это нормально. Но если это там переходит какие-то там уже разделения, какие-то травли, что-то это, не допускается. Люди знают, опыты были, пока Твое мнение, в Миша, последнее какое? время замечено не было таких Да, фактов. стопудово надо разговаривать. Нет, вообще по всей ситуации. А я не знаю, ужасная ситуация, когда кого-то убили, над кем-то издевались. Там месть какая-то была, Да, да, там просто- отца задели, тот пока ответил что, за да, отца. пока что, если там Официально. условно от одной стороны вроде все разгоняется. Вот. Я вчера тоже разговаривал по этому поводу с Курбаном. Ага. Не вчера, или когда вчера, Ну, да, не помню, когда интервью, записывал. когда писал. Да. И тоже Курбан говорит, что вот парень, которого убили, он типа очень был уважительный, там приятный. Хотя не знаю, опять же, вот это там Просто его взгляд да. какой-то на эту историю, у того взгляд был свой. Просто самое странное, да, официального заявления от школы не было, да, вот от школы Хабиба Нурмагомедова. Мгм. Вроде поста даже, да, не было, что... И вот интересно сами было бойцы, бы, да, от школы самого не было, бойцы все говорили. Все высказывались, еще да, тоже и там- разделились там на два лагеря. Многие позиционировали его как ученика Абдулманапа Нурмагомедова, это неправда, то есть он не был учеником. Он именно в школе Абдулманапа Ну, потому что вообще вроде недавно начал Да, тренироваться. 21 год парню, он, да, вольной борьбой, из вольной борьбы Даже пришел. не застал, наверное, даже. Да, скорее всего. Может быть, в детстве. Не, в детстве, по-моему, как раз он рассказывал историю, Человек, который защищается, вот он убил, 8 пуль в него всадил, ему нужно придумать что-то такое веское, чтобы миру объяснить, почему я на это пошел. И, Ну конечно, да. он там Крайняя отца мера. задел, там, религию, что-то, мою семью, моих братьев, кровь мою там. Может быть, человек же начинает защищаться в эти моменты, что вот меня на это... Хотя могут из-за мелочей, там, Ну, я не из-за думаю, слов, народ горячий. же. Меня больше тоже удивляет все равно, что что нужно сделать. немножко не грустно, что вообще там 18-летние ребята с пистолетами ходят, у одного пистолета, у второго. Но это, наверное, уже к системе. Вот, да, я к тому, К системе что... вопрос такой, почему там, возможно, нужен какой-то усиленный контроль. Ой, не, он не поможет. То есть, я к тому, что, мне кажется, в зале очень важно, когда у тебя Работа действительно старше. горячие, типа, какие-то, да, ребята, которые Работа там старше, приходят да. подраться, любят. Вот надо прям было как-то это проговаривать. Может быть, действительно, в этом плане очень сильно не хватает Абдулманапа, что... Я не знаю, я не могу представить там какую-то ситуацию, что если бы у школы Абдулманапа стреляли Такое бы бы, произошло. там же это второй раз стреляли уже. В этом Я Мутаева, думаю, что да. Абдулманап бы такой бы там устроил, короче, что шапки полетели бы. Да, все равно. Возможно. Все не проследишь, кто бы там ни был. Ну да. Что-то мы о грустном. Давай Нет, меняй ну тему, сейчас Мишань. просто много стало, участилось, да, в мире спорта. Даже у нас в Казахстане же случай был летом, когда боксер побил в торговом доме, да. Когда ребенком Да, защищался? ребенком защищался и побил. И
что-то тенденция какая-то в плане именно вот таких всяких плохих историй что-то участилось. Ну, на Кавказе надо учитывать еще и менталитет людей. Возможно, не было того человека, который, ну, возможно, бы организовал встречу какую-то, да, чтобы там люди там нашли золотую середину. Ну, давайте не о грустном. Да, давайте все. У тебя есть что-то? У меня есть. Давай. Киви. Шутка. Давай про грядущую историю для команды мокрый Дартим. бандит. Это Гран-при. Уже первую часть Гран-при пройдена командой. Сейчас будет вторая. Это уже полуфиналы. Да. Прогнозы. Насколько большая... Ну, прогноз... Ну, можно и прогноз. И это и вопросы к Фанилю, и к тебе. Насколько была большая работа проведена, чтобы команда Дартим прошла финал? Ну, мы еще не прошли финал. Чтобы команда Дартим прошла финал? Мы создали ну, все причины. Все условия созданы. Условия созданы. Площадка, где тренируются, есть. Тренера, которые тренируют, есть. Обмундирование у них есть. Питание, как бы, для гонки веса, обмундирование. Все эти условия созданы. Так что дело только, ну, как бы за ребятами. Настрой, воспитательная работа, как бы все проводится, съемки там проводятся, к ним как бы основное усилие сейчас даже в тренировочном процессе, какие-то моменты спаррингов, моменты контроля, все основной упор делается на этой пятерке гран-пришников, потому что многое поставлено на кон. Мы, как бы я считаю, тоже фавориты, в числе фаворитов, то есть нам нужно выигрывать, нам нужно доказывать, нам нужны деньги, как минимум. Вот. Ты что скажешь о ребятах, которые будут драться в Ну, Гран-при? наша команда вообще замотивирована с прошлого финала. И наш тренер, главный тренер Азиз Агай, и вообще тренерский состав, Эдуард Агай, Вадим Агай, Евраз Агай, создали все причины. И наш директор тоже создал, да, все условия созданы. Нету ни одной такой, да, у них там мысли какой-то, что что-то сделано не так. Чего-то нет. Да, чего-то нет, а да. нам же этого не дали, так никто не скажет. Да. Условия сделали, нате, ребята, живите бесплатно, чтобы под контролем. Ничего вы не понимаете, отвлекало, никаких там. Кушать вам трехразовое питание. Понимаете, трехразовое питание. Витамины, какие-то там БСА, аминокислоты, чтобы там ваш организм подпитывать, понимаете, там Ой, дурачок. кровообращение, смеется, чтобы, я Ой, имею в виду, больной. чтобы витамины вашему организму есть. Тренера, Фамилия шапка загорелась. все когда все витамины. люди работают на вас. Шапка загорелась? Сейчас основное внимание на... И пацаны у нас заряжены. Не слышно. Мы тоже не можем сказать про кого-то, да, он, по-моему, он там такой слабенький. Ну и На пацанов смотришь, они все заряжены, они прям индивидуальные, я там подхожу. Ты видел своего соперника? Плюс и Что скажешь состав про у него? нас сильный. Да. Вот действительно. Состав хороший, И да. предыдущий состав Гран-при был сильный, но в этот раз, Молодые коршуны вылетают. Вылетают которые такие. в том году не бились, вот рвались в бой, сейчас они просто вот ждут любых порвем. Даже могу фамилии зовут? назвать, на кого надо. Ну, хотя на 5 и надо обратить внимание. Ну, я работаю с теми ребятами, которые, да, там в диапазоне от 66 до там 77, Это возраст? 84 Вес. килограмм. И 70 Ты у понял, нас... что он хочет я сказать? не знаю, дурачок, блядь, Нет, лысый. ты когда сказал от 66 до 70, он имел Возраст. в виду, вот ты со стариками ты только можешь работать. А, Ну, лысый, мокрый бандит, дурачок, да. Вот с такими, он себя к 66 относит. Ну ладно, это его проблемы. Искандеров, Аслан, 70 килограмм, бьется. 2 боя уже провел, 1 в рамках Гран-при. Коршун. Да, вот у него прозвище Коршун. Такое негласное между нами в команде, да. Но теперь гласное такое. И, этот парень будет удивлять. Я думаю, он еще молод, и, он все умеет, вот. Я уверен в его победе. Шахзада 66 килограмм. Ну, это самый, наверное, интригующий бой будет в Гран-при в рамках, потому что я и соперника со сборной Узбекистана видел, очень тоже хороший такой. Ну вот это для меня самый интересный бой. Плюс у нас, да, 84 Али есть такой представитель по национальности дагестанец. И, он мощный парень. Хоть у него рекорд 1-0, но такой вот с богатой любительской базой. Ну и Алиби Пернебек, это проспект, один из молодых, да. Акиду не сказал. Акита финалочка. Акита вообще
А Китон — это тот человек, я как всегда говорю, убийца с лицом ребенка. У него такая богатая любительская база, что, ну, он выходит, у него вот лицо, да, всегда одинаково. Выиграл, проиграл. Невозмутимый, Невозмутимый. Его даже, он был в опасных ситуациях. Его у на него лицо эмоции там. даже не раскачаешь. Такой безэмоциональный, может И там убийца, вот. улыбнуться, но при этом Кровь почувствует, делает да, работу затопчет. зверя. Ну, короче, вот этот состав — бомба. Я почему-то думаю... Самим интересно. Ни в коем случае не уважение там сборной Узбекистана. Очень сильные ребята будут. Но я почему-то думаю, что 5-0 будет. Лишь бы команда Узбекистана вышла. Ну, лишь бы бой состоялся. Ты Мы должен готовы. потом говорить, ну, это от тебя. Почему? Вышло, но не в финал. Да, не, лишь бы они с нами встретились. Встретиться? Почему? Посмотрим. Посмотрим. Ну, Когда? главное, потому что вообще в январе должен был быть бой. Они перенесли на февраль. Ну, Да, готовятся, ребят. должны в феврале. Ну, и вот я и говорю. И там у них лишь- состав часто, да, меняется, да, лишь насколько бы я сейчас знаю. они там дошли. По до идее, этой должен точки. был биться, получил же парень, который проспект, или как? Казаков. Казаков должен был биться с Акитой в 61 килограмм, потому что он был заявлен в рам. Почему-то не его сняли. Ну, если бы я хотел... Сколько там призовой фонд? Вот, я хотел 50? как раз про это поговорить. Там 50 общий, Общий, 35, да. по-моему. 35. За первым. первое Ну, 35 миллионов, если бы я хотел рвать, я бы вообще... Я бы поступил как Орлан ММА Костанай. Поговорим об этом сейчас чуть попозже тоже. По поводу призового фонда. Смотри, я разговаривал в прошлом году с Диасом Кабдовым. Мгм. Они тогда выиграли Гран-при. И он рассказал, что даже ребята, которые, по-моему, помогали, тоже вообще вот ребятам, которые в Гран-при, все Получили. в итоге получили какую-то часть Ну, я тоже призового считаю, фонда. я считаю, А что вы это вот правильно. вы на берегу разговаривали, кто сколько получит, или вот там ребят сейчас дерутся, Не, ну, они думают, каждый сейчас, я знаешь, думаю, по 7 миллионов получит. Нет, сейчас об этом рано говорить. Шкуру неубитого Вот, медведя да, рано да, делить. зачем? Это как бы мы тоже об этом говорили. Лучше, я думаю, не нужно. Вот перед финалом. И либо вот так. Такого же нету, что вот выиграли, и на следующий день нам такие чемодан дали, сказали, нате, заберите. Так не будет. Дайте мы выиграем, мы с первого бьются выиграем, потом уже сядем с тренерским штабом и там Решим. распишем. Я думаю, что ребята, те, кто и помогал, должны... Полуфинал быть был, Жан готовы. такой в шубе у нас сидит, с такой золотой цепочкой. Я говорю, что не было денег. Еще не поступил. Большой- Решили не, вложить большой- в фонд. Да, большой вклад. внес, Такие по-моему. брекеты золотые, баджи. Как рэпер. Нет, Да, я конечно. просто такой, знаешь, вспотел, ты баксами вытирает пол. Это не мои. А на шубе, как у Конора, ценник же был. Все же его обвиняли. Fuck you. Оказывается, он просто в аренду взял, Шубу. шубу где-то с прилавка взял, у него там ценник висел, он не купил, он просто на шоу пришел на face-to-face с Мэйвезером и Мэйвезером. просто понтанулся. Там ценник с ценником был, типа, ему не разрешили его обрезать. Фаниль поднял интересную тему, на самом деле. Это, как это называется в футболе, когда приглашают из других... Легионеры. Легионеры. Во. Тема легионеров. Вот, Фаниль, голова работает. Легионеры. Одна из команд взяла себе полностью Состав. полностью, да, легионерский Да. состав. Орлан Костанай называется, да? Орлан ММА Костанай. Орлан ММА Костанай. Команда, все ребята из Из Горца. Дагестана. Из Кавказа, Да, да. из команды, из клуба, по-моему, либо из Горца, да, же они? Или из Ну, Universal? из Или из Dogfighter? Universal Fighters, ну вот, Магомедов же их привозил. Да. А он с ну какого да, зала? он с Горец. Universal Fighter. Нет, он Нет, с Горец, Universal. Горец. Тренер же у него с Горца, нет? Там просто... Анкалаева тренер же у него. Да, но у них... Ладно, короче, это я тоже Я думаю, понял, что это все ладно. нюансы. В любом Да. случае, Легионеры. как ты отнесся к тому, что вот уже когда, знаешь, большие деньги на счету, появляются реально такие команды, которые используют... Это не запрещено, то, что Ну стоит да, в сразу рамках говорить. правил же Это не в было рамках гран-при правил. расписано. Но вообще просто интересный кейс такой, который потом, знаешь, может будет представить, что будут опять все команды, и все просто привезут себе там легионеров уже каких-то. Как ты к этому относишься? Если честно, то я отрицательно отношусь. Я бы так не хотел. Ну, может быть, одного-двух можно было бы в команду допустить, да, но так, чтобы всю команду, весь состав привести из-за границы. И то есть ты за Орлан. Если они реально у тебя тренируются вот в этом зале на протяжении, я там, не знаю, год, два, три, до объявления вот этого конкурса, до объявления гран-при, то тогда ладно. А если вот объявили, а у меня нету бойцов моих, то тогда зачем мне вообще выставлять? Ну, это не мои бойцы. А объявили о гран-при, призовой фонд обозначили, и ты такой думаешь, так, у меня никого нету.
И такой начинаешь обзванивать. Слышь, можешь за меня там... У тебя твой процент такой, а у меня такой. Боец получает в случае победы столько-то, а я получаю столько-то. Мое мнение, нет, я не согласен. Если ты реально воспитываешь своих спортсменов, они у тебя реально, вот, ну, как наши, да, вот мы взращиваем их, они там с детства у нас потихоньку там их подводим после любителей к профессионалам, и вот сейчас пришло их время, тогда давайте вот, тогда это чисто мои ребята. А если ты после... Я не знаю, я не берусь судить их тренера, их руководство, я могу ошибаться, может, там вообще другая история. Ну, если сказать именно о легионерах, если после объявления Гран-при ты обзваниваешь, тянешь, там, ребята, давайте подтягивать, тут такой призовой фонд, я считаю, что не должны были быть такие, как бы там, наверное, раз не прописали, значит, разрешено. Братиш как нет, братиш. Да. Если это не запрещено. А может быть, не усмотрели этот момент, понимаешь? Раз не запрещено, значит, можно. Если не прописали, значит, можно. Понимаешь? Я просто представляю, что пытаешься сказать, а Бауржан тебе не дает этот класс. То есть, это классно. Ты понял? Это классно. Кончита. То есть, мое мнение, нет. Я бы не звал. Вот как и футбол, как вот сейчас говорят же, там, что у тебя, типа, своих парней нету, что ли? Чем есть, тем есть. Это мои. Я их взрастил. Если я проиграл, значит, это там мой минус, мне есть над чем работать. Я не заслужил этот призовой фонд, тогда, я должен винить в первую очередь себя. А если у меня никого нет, но при этом я хочу заработать, ребят, подтягивайтесь, я считаю, что это неправильно. Просто в плане бизнеса, на самом деле, крутая идея. Круто. То есть можешь действительно заработать там 35 миллионов, что... Ты такой потянул, поймал. При этом же у тебя же там шердок должен быть не больше 2 ног. Они все по правилам сделали. Да, Они все подтянули, ребята. да. Просто факт остается фактом. И из твоего это интервью... тоже, да, Из бизнес. твоего интервью все было ясно, что это действительно легионеры. И, парень молодец, в принципе, да, он собрал команду. Я не знаю, как он там шкуру неубитого медведя будет делить. Еще не факт, что они в полуфинале пройдут финал, да? Они обговорили, наверное, все. Правильно же там Ну сказали? да. Если выиграем, ребят, вот так, процент такой-то поделим. Если проиграем, извините. Может, там- еще и могут бойцы там зайти в основную лигу, да, попасть. Так, кто-то, может Да, быть, на яркий контракт будет. сесть. Но пока что их бои не такие зрелищные, как я думал. Поэтому... в их противостоянии с Тобетом фавориты для меня Тобет пока что. Если они там состав не будут менять. Но это тоже не запрещено правило, кстати. Ну да, единственное, что должен быть человек, который меньше там 3. Да. Нет, наоборот, в рамках Гран-при, если у тебя рекорд растет, ты с начала до конца бьешься, то ты можешь, оставаться, ты можешь Ты можешь оставаться. Поэтому, а если новый заходит, то, конечно, да. Вот так. Почему-то я думаю, что финал будет Дартим, Тобет, серия 2. Давай про Фаниль Фархадовича, просто тоже надо же ему поговорить немножко. Первый раз в такой ситуации, немножко. Вообще не Он первый раз в смущайся, такой ни ситуации, секунду. что он вообще Давай. выпадает из контекста. Просто начальник ж. Бой с Нариманом Аббасовым. Мгм. Ты рассказал, вот молодые, насколько мотивированы и готовы. Старый, насколько мотивирован и готов. Табасов тоже не молодой, 2 старых подерутся, посмотрим. Ему 30, кстати, исполнилось. Он старше тебя же? Младше. На пару месяцев. Даже младше. Мгм. Это противостояние мы еще с того года ждем. Миша особенно. Так что очень интересный бой. Вы Такая так-то незакрытая будете, книга. знаешь, что это такая пленка, которая так... чик-чик-чик-чик-чик. Что Понял? там... Хлопает. нервы- Фанилия Дурачок, как-то дурачок, заматывает. вот нервы, пленка нервы, какая-то. типа, Да, нет, Блядь, фамилия заматывает, чтобы он какая- не травмировался. да? Я не знаю. Я думаю, что фамилию самому должно быть тоже очень интересно. Антистрессовая называется Там вот это пленка, дурачок. противостояние блядь. Ханыбека, Фаниль, там, Кабардиев, вот эти все вызовы. Нужно уже там определиться. Возвращение Ильдара, как это все будет. Так что история была в том году. Надо её Большая закончить. пресс-конференция, face-to-face был, много сказали, то есть много было каких-то там перепалок, каких-то интервью, онлайн-общений. Так что, я думаю, что и для Фаниля интересно, для Басова тоже. То есть кто-то человек с этой гонки уже отойдет после этого противостояния. Ты говоришь, там что-то не подписано. Мне подписывать ничего не надо. Я изначально, мне когда позвонили, предложили, я сказал, let's go, погнали. Я не знаю, насколько ты уведомлен. Нариман подписал, там не подписал.
Мне ничего подписывать не надо, я готов. Надо закончить историю, и все. Потому что целый год ждали, ну и ждут до сих пор. И те, кто пишет сейчас мне в комментариях, вот отвечаю, 26 апреля вы еще сфоткаться со мной будете потом после боя. Те, кто гадости пишет там всякие, без шансов, еще что-то. Фоткаться в очередь будут стоять еще. Я? Вот, я имею в виду. Поэтому, ну, надо закрыть вопрос, и все. Ты же просто разгонял, вот, я не знаю, может быть, ты не знал, что там Аббасов вернется в лигу, ты разгонял с Донченко историю. Ну и с ним надо закрыть вопрос. Все, ну, в очереди. Ну, я же, когда я и говорил, выбирать, если между Донченко и Аббасовым, но здесь, ну, глупо отрицать то, что, да, Аббасов принесет намного больше плюсов. Ну, это один из самых будет медийных боев, ну, в Лиге Наиза, да и вообще в СНГ, да, за ним будет больше внимания, чем с Донченко. Не в обиду ему говорю. Ну, просто взять фигуру Аббасова, взять фигуру Донченко. Ну, Аббасов на данный момент более интересный соперник, чем Даниил. Ко второму раунду пресс-конференции готов? Да хоть третьему. Можем встретиться онлайн, офлайн, поговорить без проблем. Можно и сейчас разгонять. Ну, в принципе, что разгонять этот бой, и так все ждут. Просто, но Нариман сам особо не любит разговаривать, а со стеной как-то общаться неохота. Не, ну вот мы с ним общались, когда на Найза Эвардс, он, наоборот, говорит, иди, Фанили, спроси. Когда у нас будет... Подойди и сам спроси. Иди. Ну, если мне что-то интересно, подойду и спрошу. Ну, все в рамках приличия и уважения. У меня к нему нету никакого там какого-то шапкозакидательского там настроя. Я просто знаю, что я могу его победить, я его выиграю. Вот и все. Просто хочу побиться и побить этого человека. Вот и все. Так как мы о Найзе поговорили, Да. можно поговорить еще о Фаниле. Просто вот он так открывается, когда ему Давай. дают возможность... Не закрывай меня. Хочется еще про наше дело немножко поговорить. Да. На самом деле, сейчас такая тенденция. Все бойцы из Казахстана против Александра Грозина. Сейчас и Ильдар Кудайбергенов сказал, что надо его наказать. И Куат Хамитов сказал об этом. Фаниль Райфков это скажет? Да нет. Зачем мне его наказывать? Мы крайний раз, когда я бился по боксу, мы встретились. Довольно приятный парень вообще в жизни. Я почему-то думал, да, это же, ну, типа, я считаю, что сам себя ты не обманешь, но довольно хорошие артистические данные у Александра Грозина. В жизни вообще спокойный. Такой четкий чувак. Мы, получается, на съемке вместе встретились, поговорили довольно так. Он знает, кто я такой, я знаю, кто он. Игнатьев еще был, Евгений вместе с ним. Они вот к Кабардиеву, к Маге готовились. Довольно сильный, приятный на общение человек. И как боец приятный. И, в принципе, они же с Мурой подружились и общаются сейчас на теплой ноте. У меня с ним, да, там никаких терок нету, мне не за что его наказывать или как-то что-то он там мое либо меня как-то задел. Нет, не задевал. По спортивному встретиться, возможно, да, если с Нариманом Аббасовым будет на кону титул на ИЗы, да, и он сейчас 3 марта выиграет пояс нашего дела, если будет турнир в Казахстане, и совместку, да, какой-нибудь совместный турнир сделать, поставить 2 пояса на кон, мне было бы это интересно со спортивной точки зрения. Ну и думаю, и так раскачивать интересно с этим человеком что-то будет. А так наказывать его за что там, у меня нет никаких там к нему претензий на данный момент. Поэтому сейчас цель номер 1 это Нариман Аббасов. Бери ручку в ручку и подписывай. Что там подписать надо? Открой дверную ручку. Открой. Бери Это ручку шутка. в ручку. Бауэр, это идет сейчас шутка. Ему прогружать надо, все, он не понимает твой юмор. То он уже до этого посмеялся. Он успел Как? понять. Он с полувзглядом, я понимаю. С полувзгляда? Это как? Да. Это как? Покажи. Вот. Понял? Полувзгляд. Всё. Понял? Ну, все, Невербально. обо всем договорились. Да. Что, есть какие-то темы у тебя еще интересные? Вот. Бауэр было объявлено о 2 подписаниях за рубеж. Это Абу Нурбулат
и второй боец Булат. это да, Булат Заманбек. И все ждут, ну, их дебют, когда он состоится. И вообще сейчас на данный момент, как обстоят Или он не дела с состоится? этими... Нет, визами мы занимаемся потихоньку. Это тоже не быстро. Это там не в Москву слетать. Даже там не в Турцию, не в Эмираты. Да. Все-таки в Америку. Люди не знают языка. Это раз. Надо. Люди не были в Европе, Шенген, там вообще ни одного штампа в паспорте. То есть паспорта нет у людей, понимаешь? Не то, что штампа. Я утрирую, грубо говоря, то есть, ну, никто никуда не летал. Дальше Чимкента и дальше Зайсана. Это раз. Языка не знают. Истории визовой никакой нету. Даже люди не подавались. Но ребят хорошие. Ну, ребята Сильные хорошие. бойцы. Да, сильные бойцы. Я верю. И руководство ФРМ, и менеджера, которые наши интересы представляют в Америке. Ну, они не из потолка же взяли этих двух бойцов. Да. Они изучали. Не просто он там Абу взял и кому-то просто понравился. Ну, давайте Абу подпишем, понимаешь? Они там офисом Изучили. сидели и смотрели на статистику, на ведение боя, на его манеру, на тактику ведения боя, то есть на подготовку. Они с ним не раз общались. То есть провелась, чтобы подписать их было. First Round Management, чтобы вы понимали, это такая одна из самых крупных менеджерских компаний в Америке. Ну, Масвидали Алма- миллионером сделали. Асу Алмабаев, они его подписали не зря. Они на него делают очень большие ставки, и нас это радует. Масвидаль, Кандид, Димитриус Джонс, мышонок. Джон Джонс, последний гонорар $7 миллионов. С кем? С Ганом, да, он бился? Мгм. Ну, Душился. да. Дышал То есть, за разве минуту. нуждается ли эта компания в рекламе еще в какой-то? Эти имена говорят сами за себя. И это 30% они только занимаются боями в UFC. Все остальное это американский футбол. Там большие бабки, там они занимаются. Я был у них в офисе, это просто машина, понимаешь? Сидит трехэтажное здание, все люди, матчмейкеры, менеджера, все прям сидят за ноутбуками, работают. Ну, то есть у них такая налаженная работа именно в продвижении, в раскрутке именно бойцов. Ну и 2 людей заметили. 3 ссора. Да? 3 бойцов заметили, они выходят на связь, говорят, вот мы интересуемся этими бойцами. Давайте. Первая пошла ссора, за месяц ей сделали визу. То есть мы сейчас на таком этапе. Есть такое, что у посольства тоже есть, даже если они отправят все документы, все бумаги, они являются там нашими бойцами, это не основание, чтобы просто ему дать визу. Ну, ладно. Теперь вышло такое, что надо как бы сперва бой найти, то есть где лига находится. Мы должны, то есть, это все доказать. Там, то есть, где лига, штаб-квартира лиги, где они будут тренироваться, для них найти лагерь, а где они будут жить, в гостинице этот. Покажите отели, бронированные, ваучер, вот эти как бы билеты на самолет, покажите забронированные отели, штаб-квартира, кому вы пойдете, дайте документы того человека, кто будет ваши интересы представлять. То есть, если вы человека, вообще новичка, который там за границей нигде не был, отправляйте, обоснуйте, где он будет жить, кто за него там будет нести ответственность. Понимаете? И то есть мы собираем эти все сертификаты, документы, то есть там бронируем гостиницы и так далее. То есть это не так, что просто я анкету заполнил и жду своей очереди. Нам надо почву приготовить, а это непросто. Но мы как бы... На этапе. Да, на этапе Еще один вопрос у меня будем стараться. возник из-за этого диалога. Бауэр, все знают, что Сора Рахмонова тоже представляет команду Дартим, и замуж вышла Сора. На данном этапе, как ее карьера развивается, просто многие же, наверное, не знают, будет она биться и Это все. вопрос к Соре. Вы как директор. Я разговаривал с Сорой, он говорит, Баужан ага, я чуть-чуть сейчас занята. Чуть-чуть у меня свои, Семейные мы ее дела. понимаем, поздравляем, да, руководство команды, наш руководитель, руководство ФРМа, все ее поздравили, все выставили, поздравили, желают ей счастья, и все у меня спрашивают, что с Сорой?
Я тоже хочу спросить, Сора, что? Какие, можешь у- сейчас- какие у тебя планы Подожди, дальше? обратись вот так на камеру, скажи, Сора, это я, Боржан. Ты нас Ты слышишь? помнишь, Сора? Как мы Какие у тебя планы? Не, ну мы желаем, в первую очередь, я ей желаю женского счастья, пусть она будет в первую очередь семейно счастлива для девочки. Это же главное, чтобы она обретет свое гнездышко, чтобы у нее была в первую очередь крепкая и дружная семья, а спорт это уже второстепенное. Ты же можешь сказать, ну не К забывай нас. любому исходу мы будем, ну, как бы, как Готовы. относимся к ней и к бойцу нашей команды, и как к сестренке, к любому ее решению я буду все равно рад, там, то есть буду переживать, рад, и мне На любое тренировки не решение пока нет. ходит. Я просто видел, что она на БЖ ходит. Сейчас она на БЖ ходит, да? Подтягивает? Подтягивает БЖЖ. Бартер нужен всем, особенно тебе, Миша. После сегодняшней разборки обязательно. Миш, Тренируйся. надо вот это опровергнуть. Ты приходи в зал. Приходи в зал. Утром с 8, Покажи, что да, ты умеешь Два что-то. раза в день ты можешь Не прийти. только- просто, Смотрите. понимаешь. Не только шутить. Смотрите, это же, ну, очевидно, что профессиональный боец меня сейчас сможет забороть. Это очевидно. Не, ну в пар ты же Но говоришь. вопрос-то в другом. Джиу-джитсу. Что ты- я Насколько- тебе... Ну ты говоришь Насколько так. сложности ему это составит. Хорошо, ладно, давай вот так. Сложности? Мы будем судить Чё? не потому, что ты в конце все-таки постучишь, Капну. а через сколько ты постучишь, Да, понимаешь? Это интересно. Уважаемые дамы и господа, между нами сейчас мы можем анонсировать бой между... Не надо Бой. было. Схватку по борьбе. Да, Бой, бой, бой. схватку по борьбе У действующего меня спортсмена. Рабочий аппарат, моя Да. голова. Действующего спортсмена Лиги Найза, экс-чемпиона Лиги Найза, фамилия Рафикова. Будущего чемпиона. И будущего чемпиона, И дай нынешнего Аллах. чемпиона. И нашего ведущего блогера, спортивного обозревателя, комментатор, душа компании, лысый хищник Миша ММА Вестник, то есть Михаил Санкт-Петербург. Эдуардович Храмер. город Павлодар. Культурные столицы. Мы скоро объявим об этой схватке. Вопрос не в том, что кто победит. Это понятно кто. Сколько это Просто будет вам стоить? сколько это будет нам стоить. Это в pay-per-view надо показывать. Да, то есть Можно заработать. пер-per-view мы просто как максимум прямой эфир, платный. платный, и все, и Я в посмотрим. деле. Ты готов, Миш? Всегда. Погнали. Да, надо на что-нибудь поспорить, Да ребят, не чтобы надо, это ну было, чё спорить? чтобы это было интересно. Ну исход какой? Я же все равно выиграю. Ну нет, он Ладно, выиграет. ну Ну да, сколько просто он потратит на это сил? Хорошо, Сил. давай. Если ты потратишь на это 2 минуты, Нет, ну что берете? Не, это много? это мало. А это, то есть тебе надо много времени, чтобы его задушить? То есть твои шансы как-то увеличиваются, понимаешь? у меня нет Через минуту он уже... недооценить Нет, Да. через минуту он уже сомневаться Я- я начнет. не тренирую. Сомнения. Я Я не просто тренирую. недооцениваю. Он жидкий, но не настолько пока что. Хорошо, ты скажи просто диапазон времени. В каком моменте... За 5 минут я уже просто сам уже постучу просто в Вот обычной сам жизни. Даже если меня не душить, я посучу, да? Недооценивать не надо, да. За 5 минут Ну, я 5 просто минут устану нормально. уже. Все, Очень 5 минут. много. 5 Миш, Ну, ты я постарайся... Ну, я Не постараюсь. устань, ты бегай. Я У устану тебя просто. есть... Нет, ты устанешь, но ты просто не стучи, Да. ладно, хорошо. Умри, но не стучи. Давай 5 минут и Больницу 5... Бауэр тебя потом оплатит. Все 5 минут, лечение. серьезно. Все лечение, Это всё кажется оплатит так. Бауэр тебе. Потом я просто просыпаюсь, бар такой, больница, счета, палата, врач, медсестра. 100 Морфий. тысяч долларов. И В конце представляю. 100 тысяч Я долларов. опять в шубе с золотом. Или мы с Базилика, да? Гера, с Базилика обед наймем, просто я же через Вику отправим, Работаю за скажем, еду. скажем, давайте ему просто еду За дадим. контейнер. Че, завершаемся? Да, завершаем. Закрываем. Пауэр, спасибо. Было интересно. Да, спасибо, Очень, пожалуйста, очень. пожалуйста, очень приятно. Весело Мне тоже было. было с вами, ребята, интересно. Я теперь, знаешь, Зовите как меня думаю, на подкаст. что надо, чтобы ты всегда здесь караулил. Если очень много фаниль разговаривает, ты просто приходишь, садишься рядом с гостем, и все, и перебиваешь. даешь ему И сказать. пихаешь. Я не знаю, почему вы так считаете, что он не дает никому А слова. спроси у ничего. ребят, которые под твоей опекой. А с В смысле? кем-то были такие уже эти, 100 подкасты и так Да, далее. да. Они Нет, они кто-то просто молчали. жаловался. Они Конечно. просто молчали, Кто? да, Где? сидели. У Бауэра есть такой черный, черная коробка, и в нее кладут жалобы в вашем зале. И там очень И много на ты это. фаворит. Да. Да, то есть на Все тебя больше жалуются всех на тебя. жалуются. Кто тебе Да, сказал? я шучу. Да, прикалывается. Это дурачок, блядь. Он голова все верит, он такой, да дурачок. Да, фаниль. Да. Да. Так. На этой прекрасной ноте мы На этой прекрасной заканчиваем. ноте, Да, мы Встречаемся. заканчиваем наш
подкаст. Хотим напомнить, что вы сейчас нас смотрите скорее всего, на YouTube-канале, возможно, и на сайте. Но если на YouTube-канале, не забудьте поставить лайк за Бауыржана, много чего интересного. Он сегодня рассказал. Оставляйте комментарии, кого вы хотите увидеть снова в нашей студии. У нас, на самом деле, есть еще одна потенциальная гостья. Разбавим женской аудитории наше шоу. Все не может попасть. Да, но пока. скоро должна к нам в гости прийти. Также не забывайте, что у нас есть и другие социальные сети. У нас есть TikTok, у нас есть Instagram, у нас сайт. Сайт это Инстаграм тоже есть, важно, Бауэр. да. Сейчас скажем про Инстаграм Бауэра. Есть сайт, на котором вы можете голосовать за лучших бойцов этого месяца. Им за это платят денежку, так что заходите, читайте все условия и участвуйте. Бауыржан, у тебя тоже есть Инстаграм, и ты там выкладываешь даже спарринги с Гилбертом Бёрнсом. Интересный Нет, Инстаграм, у него. это был, да, Архив ты Да, я говори к тому, и что у выкладывай тебя по есть чуть-чуть. даже интересный какой-то контент. Очень есть много контента, Подписывайтесь на Бауыржана, много интересного контента. Его Инстаграм тоже появится где-то на экране. Всем спасибо и всем пока.